Тема сегодняшней пресс-конференции «Токтагульская ГЭС. Основной энергетический актив. Госпакет акций передан в частное управление». Какое участие принял Национальный холдинг ФУГИ «Парламент» в передаче частного управления? Нависла угроза продажи Токтагульской ГЭС и основных энергетических активов Кыргызстана. В декабре 2015 года экс-министр промышленности и энергетики Кыргызской республики Куанычбек Турдубаев и его зам Айбек Алиев внесли в Джордж Кенеш Кыргызской республики законопроект о создании национальной энергетической холдинговой компании «Далее-Нех» с особым статусом, что счетная палата и другие организации не имеют права проверять, и компания не подотчетна даже парламенту Кыргызской республики. И поэтому депутаты Джордж Кенеша Кыргызской республики отклонили такой законопроект. Согласно постановлению правительства Кыргызской республики от 6 января 2016 года за номером 4 создается акционерное общество Национальной энергетической холдинговой компании со 100% участием государства, уставным капиталом 5 миллионов сомов, 5000 простых именных акций, номинальной стоимостью 100 сомов за одну акцию. Вот, уважаемые журналисты, это постановление правительства, подписанное премьер-министром Тимир Сариевым. Еще бы хотелось отметить постановление номер 169 от 1 апреля 2016 года, также подписанное премьер-министром Тимиром Сариевым, где правительство просит Джордж Кенеша внести постановление Джордж Кенеша Кыргызской республики об утверждении программы приватизации государственной собственности Кыргызской республики на 2015-2017 годы от 29 июня 2015 года за номером 5408-В. Значит, здесь правительство предлагает Джордж Кенешу утвердить перечень объектов приватизации, который осуществляется путем внесения государственного пакета акций в качестве вклада в уставной капитал открытого акционерного холдинга Национальной электрической холдинговой компании. Далее, я бы хотел остановиться на некоторых законах и постановлениях правительства Кыргызской республики. Здесь закон Кыргызской республики от 21 января 2002 года за номером 7 об особом статусе каскада Токтагульской ГЭС и национальной высоковольтной линии передач, это имеется в виду национальная электрическая сеть Кыргызстана. Статья 2 гласит: доля акций 93,72%, принадлежащие государству, не может быть продана, заложена обмен в счет погашения внешнего долга Кыргызстана и передана в доверительное управление кому-то не было. А также выпуск новых акций не может осуществляться без согласия, уважаемые журналисты, без согласия Джордж Кенеш Кыргызской республики. Закон Кыргызской республики номер 94 от 23 мая 2008 года о стратегических объектах Кыргызской республики, статья номер 4 гласит: приватизация магистральных железных дорог, магистральных газопроводов, национальной электрической сети Кыргызстана, гидроэлектростанций, каскад Нарынский ГЭС осуществляется в соответствии с программой, утвержденной Джордж Кенеша. Также постановление правительства Кыргызской республики номер 99 от 17 февраля 2014 года, подписано премьер-министром Жантыром Сатыбалдиевым, об утверждении перечня стратегических объектов, согласно которой категория А – особо важные объекты, туда включены все энергетические активы, АО электрические станции, Ташкумырская ГЭС, Шамал-Сайская ГЭС, Крупсайская ГЭС, Учкурганская, Татбашинская, Камбаратинская ГЭС-1, ГЭС-2, ТЭЦ Бишкек и ТЭЦ города Аша. Вот эти законы, уважаемые журналисты, вот законы, вот постановления. Вот хотелось бы остановиться на постановлении Джордж Кенеша. Я почему об этом сказал? Потому что, чтобы вы поняли, что все-таки кто имел и дал разрешение на приватизацию энергетических объектов Кыргызстана. Вот постановление Джордж Кенеша за номером 5408-В об утверждении программы приватизации государственной собственности Кыргызской республики на 2015-2017 годы постановляет это постановление утвердить программу приватизации
Вот это программа приватизации. И там, значит, здесь вот программа приватизации приложено предложение к постановлению этого постановления Георгия Кенеша от 29 июня 2015 года за номером 5408. Далее, 18 мая выходит постановление Георгия Кенеша за номер, 18 мая 2016 за номером 524 ВИ о внесении изменений в программу приватизации государственной собственности Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Георгия Кенеша Кыргызской Республики от 29 июня 2015 года за номером 5408. Это есть дополнение и вот постановление, которое было, значит, где была утверждена программа приватизации, значит, энергетических объектов и других объектов. Здесь его Георгий Кенеш, значит, постановляет, значит, утвердить перечень объектов приватизации, которые осуществляются путем внесения государственных пакет акций в качестве вклада в уставной капитал открытого акционерного общества Национальная энергетическая холдинговая компания, АО Национальная холдинговая компания, значит, согласно предложению. Уважаемые, вот предложение, согласно которой вот, уставной капитал частной компании, АО, значит, Национальная энергетическая холдинговая компания считается частной компанией. Значит, здесь Георгий Кенеш разрешает приватизировать, разрешает реализацию, продажу основных энергетических объектов Кыргызстана. Туда включается открытое акционерное общество электрических станций 80,49%, открытое акционерное общество Национальной электрической сети Кыргызстана 80,49%, открытое акционерное общество Северэлектро, открытое общество Восток-Электро, открытое акционерное общество Ош-Электро, открытое акционерное общество Джалават-Электро, а также открытое акционерное общество Бишкек-Теплосеть, открытое акционерное общество Чакангэс и открытое акционерное общество Кыргызский энергетический расчетный центр. Открытое акционерное общество Чакангэс и открытое акционерное общество Кыргызский энергетический расчетный центр передаются 100% на продажу, а остальные, значит, энергокомпании 80,49%. Значит, расклад, значит, вот 100% от акций энергокомпании все одинаково. АО электрические станции, НЭС и другие распределкомпании, там получается, что 80,49% это акции, которые принадлежат государству, а также 13% акций принадлежит социальному фонду, и 6% это во время, значит, купонизации, во время приватизации 90-е годы были переданы, значит, сотрудникам этих коллективов. 6% как, значит, купонные акции. Значит, вот я хочу что сказать, уважаемые журналисты. Вот, конечно, это абсурд и нонсенс, да? Вот о фонде по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики. Вы, наверное, удивитесь, что фонд по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики, форма собственности является частная. Частная компания является фонд. И поэтому получается здесь нонсенс и абсурд, потому что частной компании, фонду по управлению государственным имуществом при правительстве переданы все государственные пакеты акций всех предприятий Кыргызстана. И частная компания, она сейчас управляет, значит, энергетическим активом Кыргызской Республики. Здесь написано четко, ясно, частная собственность частная. Она была перерегистрация номер от 5 июня 2014 года. Далее, уважаемые журналисты. Значит, от 18 значит, мая 2016 года, когда принимался именно
внесение дополнения программы приватизации, где включены были активы энергетических компаний, здесь было вынесено объединенное решение комитетов Джорджийской республики, комитетов по ТЭК и недропользованию и по экономической и фискальной политике. Присутствовало 103 депутата, против проголосовали 27 депутатов, за проголосовало 76 депутатов. Как вы знаете, что решение постановления одобрения законопроектов в парламенте принимается согласно решению профильных комитетов. И поэтому здесь вопрос ответственности не только Джорджийского, но и вопрос председателей комитетов, профильных комитетов. Далее, в исполнении указанных постановлений правительства Кыргызской республики и Джорджийска правительством принимается распоряжение номер 355 от 2 августа 2016 года, где фонду по управлению государственным имуществом при правительстве поручено внести в уставной капитал национальной энергетической холдинговой компании, акции энергетической компании, НЭХ провести размещение дополнительных акций на сумму передаваемого уставной капитал энергокомпании. 19 августа на внеочередном собрании НЭХ ФУГИ принято решение об увеличении уставного капитала НЭХ путем передачи государственных акций энергокомпании. ФУГИ при правительстве, я сказал, как является частной собственностью. 29 августа 2016 года Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской республики своим решением произвела государственную регистрацию дополнительного второго выпуска на 62 миллиона 455 тысяч 745 экземпляров простых именных акций АО «Национальной энергетической холдинговой компании». Уставной капитал на этом основании составил 6 миллиардов 245 миллионов 574 500 сом, который разделен на 6 миллионов 455 700 тысяч 745 именных акций номинальной стоимостью 100 сомов каждая. Значит, далее, уважаемые журналисты, между ФУГИ, фондом по управлению государственным имуществом, и Национальной энергетической холдинговой компании подписывается договор номер 44, вот номер договора 44, о размещении дополнительного выпуска акций, согласно которой эмитент, это НЭХ, обязуется подписать с брокерской компанией договор антирайтинг. Я сейчас, уважаемые, объясню, что такое антирайтинг. Победителя тендера ОСО, финансовая компания «Сенти», передаточное распоряжение и все сопроводительные документы для размещения акций второй эмиссии. Первая эмиссия состоялась 6 января 2016 года, когда в уставной капитал было передано 5 миллионов сомов. А в данном случае передается уже 6 миллиардов 240 миллионов 574 тысяч 500 сомов. Уважаемые журналисты, андеррайтинг. Что такое андеррайтинг? Андеррайтинг – это гарантированное размещение ценных бумаг на первичном фондовом рынке. Представляет собой покупку андеррайтером. В данном случае андеррайтером выступает брокерская компания ОСО «Сенти». Она представляет собой покупку андеррайтером новых эмиссий ценных бумаг с целью последующей их продажи. Акционер ФУГИ обязуется подписать с брокерской компанией, победителем тендера ОСО, брокерская компания ОСО «Сенти», договор второй эмиссии и все сопроводительные документы. Вот, уважаемые, вот этот вот здесь договор. Здесь получается в начале распоряжения правительства эти акции энергокомпании на сумму 6 миллиардов 240 миллионов сомов, они были переданы Национальной энергетической холдинговой компании. Затем на основании договора номер 44 от 30 сентября 2016 года этот акционер, это фонд госимущества, и участник здесь Национальная энергетическая холдинговая компания, акционер, это ФУГИ, наоборот, приобретает у национального холдинга этот полностью пакет акций, и его
И эмитент, в этом случае Нацэнергохолдинг, они выставляют все документы, передаточные распоряжения и сопроводительные документы на фондовый рынок. На фондовом рынке акционер обязуется подписать с брокерской компанией победителя тендера ОСО Сенти брокерская компания на покупку акций второй эмиссии АО Национальной энергетической холдинговой компании. Далее. Подписывается соглашение, уважаемые журналисты, опять же, между ФУГИ и Нацэнергохолдинг. В данном случае акционер передает все, уже там произошло, уважаемые, они, когда Нацэнергохолдинг и ФУГИ вынесли на фондовый рынок, там произошла продажа этих акций. Акций энергетической компании. И значит, этот антирайтер, он, значит, выставил на фондовый рынок. Значит, здесь что произошло? Они на фондовом рынке вынесли все пакеты акций, принадлежащих государству. Значит, акции превратились на фондовом рынке в ценные бумаги. Ценные бумаги, и на основании этих соглашений 45 от 30 сентября 2016 года здесь ФУГИ опять передает эти уже ценные бумаги на сумму 6 миллиардов 240 миллионов 574 тысяч 500 сомов, передает частной компании АО Нацэнергохолдинг. Здесь четко отмечено, что право собственности на ценные бумаги, предусмотрено настоящего соглашения, значит, возникает у эмитента с момента подписания настоящего договора. Значит, все ценные бумаги на 6 миллиардов 240 миллионов переходят в частную компанию под частное управление. Значит, уважаемые, они с этими соглашениями, договорами, пакет, принадлежащий государству, превращает в ценные бумаги и передают в частную компанию АО Национальная энергетическая холдинговая компания. Также в тот же день со всеми осуществляется передачное распоряжение, уважаемые журналисты, вот передачное распоряжение, согласно которой ФУГИ передает ценные бумаги передает всех энергокомпаний, АО электрических станций, Национальная электрическая сеть Кыргызстана, все распредкомпании на основании передаточного распоряжения передают частную собственность АО Национальной энергетической холдинговой компании. Здесь, здесь участвует уполномоченный держатель реестра ОСО фонд регистр. Они на основании держателя проводят полностью передачу активов государственных акций, передают Нацэнергохолдинг. Здесь что происходит? Вот на протяжении 28 лет, уважаемые журналисты, фонд госимущества при правительской республике не произвели полную инвентаризацию основных фондов, основных средств энергокомпаний. Вследствие чего не произведена переоценка основных фондов энергокомпаний. Дело в том, что в связи с распадом и с суверенитетом Кыргызской республики должны были быть произведены переоценки. Дело в том, что в некоторых компаниях стол стоит 10 тынов. Стул стоит 1 тын стоит, потому что не была сделана инвентаризация и переоценка не сделана. И поэтому на сегодняшний день 6 миллиардов 240 миллионов сомов, это составляет 90 миллионов долларов США. Всего 90 миллионов долларов США. А как вы знаете, что на протяжении последних 5-6 лет именно энергокомпания было получено кредитов на более 2 миллиарда долларов.
А здесь 90 миллионов оцениваются все активы энергокомпании. Энергокомпании, которая владеет государство, 80,49%. Здесь, вот смотрите, вот, по оценке зарубежных специалистов, вот активы энергокомпаний, это ГЭСов, ТЭЦов, Распредкомпаний, Чакангесов, составляет более 90 миллиардов долларов. Более 90 миллиардов долларов. И получается, что 90 миллионов сомов и 90 миллиардов получается в тысячу раз. Значит, сейчас Национальный холдинг владеет его ценными бумагами всего лишь на 90 миллионов сом. Не произведена переоценка. А переоценка, понимаете, здесь влияет не только на стоимость его энергообъектов и его на ценные бумаги, но она еще влияет на себестоимость. Дело в том, что себестоимость его за счет его основных фондов, основных средств рассчитывается его амортизационное отчисление. А это на сегодняшний день не делается. Еще один момент, вот есть понятие goodwill. Сейчас применяется это понятие goodwill, это понятие не материальная ценность, это не материальный актив, она его представляет его деловую репутацию, имидж, бренд, это в узком понятии, а в широком понятии она означает получение прибыли и оказание экономического влияния на решение проблем и задач то в связи с goodwill, то цена наших энергоактивов, цена наших водных энергетических ресурсов и водно-энергетических балансов составляет более 1 триллиона долларов. Я почему об этом говорю? Потому что кто будет владеть ГЭСами, тот будет владеть водно-энергетическими ресурсами, водно-энергетическим богатством. Естественно, вот они будут определять сток рек. Вот на рынке, вот Токтагульский ГЭС, вы знаете, что Токтагульский ГЭС является водохранилищем многолетнего регулирования. И поэтому здесь вопрос, если стоит о продаже активов, энергоактивов, то получается, что мы потеряем не только будет огромный урон национальной безопасности Кыргызстана, но, возможно, кыргызской государственности в целом. Кыргызской государственности. А если учесть нашу национальную безопасность и кыргызскую государственность, просто эти активы, они бесценны. Для них цены нету, базычок нету. Потому что это связано напрямую с существованием Кыргызской республики. Уважаемые журналисты, значит, хотелось бы, конечно, все-таки произошла приватизация акций, которые принадлежали государству, которые принадлежали народу. Сейчас частная компания, Национальная энергетическая холдинговая компания, владеет почти всеми активами Кыргызстана. Дело в том, что после этих соглашений и превращения и передачи акций государства в частную компанию и превращения их в ценные бумаги, прошло 2,5 года. И поэтому здесь возникает вопрос, а действительно, за 2,5 года возможно уже продано его ценные бумаги через фондовые рынки, продано его ценные бумаги наших энергокомпаний. Дело в том, что в связи с антирайтингом, в связи с размещением ценных бумаг на фондовых рынках, обязанность, в данном случае эмитента, это Национальная энергетическая холдинговая компания, это прозрачность и отчетность. Дело в том, что покупатель этих акций, если даже планирует, то покупатель акций, он должен знать, какие акции он приобретает. На сегодняшний день Национальный холдинг является одной из самых секретных, закрытых организаций Кыргызстана. Практически они должны были ежегодно представлять отчеты о акциях, о ценных бумагах на сумму 6 миллиардов 240 миллионов сомов. Здесь что произошло, уважаемые журналисты? Здесь произошло, что эти акции
превращены ценные бумаги, они проданы частной компании. Как говорится, пословица, король-то оказался голый. У него нету активов, нету у него. У него что осталось? У него осталось 5 миллионов сомов в уставном капитале национального холдинга и 13%, которые владеет соцфонд. 6% владеет этими энергокомпаниями и владеет миноритарные акционеры. Это частные компании и частные официальные компании. Здесь вопрос стоит, все-таки произошла приватизация. И здесь вопрос стоит, все-таки какая роль, какая виновность наших, органов государственного управления. Здесь, конечно, ФУГИ и НЭХ именно являлись, и правительство Кыргызской Республики, они являлись именно организаторами и приватизации этих, инициаторами, организаторами приватизации акций, принадлежащих государству. Также немаловажное значение имело Джеор Кенеш Кыргызской Республики. Как я вам сказал, что решением комитета Джеор Кенеша по ТЭК и недропользованию, и в 5-м созыве, там вы знаете, что председателем комитета ТЭК и недропользования был Коджибек Рыспаев. И в 6-м созыве он тоже является председателем комитета по ТЭК и недропользованию. Конечно, сейчас они могут сказать, что им завязали руки-ноги, заставили, а в принципе-то там 27 депутатов уже выступили против приватизации. Они выступили против принятия решения программы приватизации энергетических компаний. Вот есть решение комитета, уважаемые журналисты, решение комитета от 13 июня 2017 года топливно-энергетического комплекса и недропользования о деятельности Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики. Здесь этот комитет дает оценку именно деятельности национального холдинга, и они в своем решении признают, что здесь в исполнении распоряжения правительства, активы 9 энергокомпаний, Северэлектро, Восток, Джалабад, электростанция, национальная холдинговая электрическая станция, Чакангэс, переданы в собственность вновь созданному предприятию Национальной энергетической холдинговой компании. Здесь своим решением комитет его обязывает фонд госимущества. Вы знаете, в 6-м созыве председателем комитета является Коджибек Рыспаев. Расул Ахматович, можно на кыргызском многоязычном? Сейчас, я заканчиваю. Да, сейчас заканчиваю. И здесь комитет по ТЭК и недропользованию обязывает фонд государственного имущества при правительстве Республики в срок до 1 декабря 2017 года завершить работы по инвентаризации, идентификации, переоценке материальных и нематериальных активов энергокомпаний. Что до сих пор не выполнено это решение комитета Джеор Кенеша по ТЭК и недропользованию. И в заключение, уважаемые журналисты, я хотел бы через вас и через средства массовой информации хотел бы обратиться к президенту Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбекову. Потому что надо немедленно остановить эту аферу тысячелетий. Если Кумтор является аферой 20 века, если модернизация и строительство Датха-Кемин является аферой 21 века, а это именно продажа активов в частные руки, она будет являться аферой тысячелетий. Тысячелетия, потому что это связано с нашими ледниками, она связана с водоэнергетическими ресурсами, она связана со всеми ГЭСами. Как вы знаем, что у нас нету в Кыргызстане ни нефти, ни газа. И поэтому гидроэнергетика является основанием, фундаментом развития экономики нашей страны. Еще бы хотелось от его обращения к президенту, чтобы он срочно приостановил аферу тысячелетия, чтобы приостановил продажу
пакетов, государственных пакетов акций частным компаниям, которые, наверное, скорее всего, может, они уже выставили пакет акций, ценные бумаги на фондовые рынки. И поэтому есть ряд предложений. Надо срочно ликвидировать Национальную энергетическую холдинговую компанию и вернуть ценные бумаги фонду госимущества по управлению государственным имуществом. Правительство этот фонд по управлению государственным имуществом перерегистрировать форму собственности из частной в государственной. Парламенту отменить постановление Джоркинеша 524 от 18 мая 2016 года о внесении изменений в программу приватизации государственной собственности Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденным постановлением ЖК-КР от 29 июня 2015 года. И в конце необходимо привлечь к ответственности всех виновных в этой сделке по продаже государственного пакета акций в частную компанию. Еще несколько слов по вопросу фуги. Дело в том, что вы знаете, что вот буквально на днях при государственном визите президента Российской Федерации Владимира Путина, значит, там были подписаны соглашения и меморандумы. Там, значит, подписано соглашение о том, что все-таки Кыргызнефтегаз, скорее всего, будут переданы Газпрому. Так вы знаете, что государственное предприятие Кыргызтемиржилу тоже акционируется, и, скорее всего, оно будет тоже продаваться. Также фонд госимущества уже предлагает, намечает акционирование, превращение в холдинговую компанию, в частную компанию государственное предприятие Кыргызалтын. И тогда, уважаемые, у нас что останется? У нас ничего не останется. Если ничего не останется, останется 6 миллионов человек, граждан Кыргызстана, и воздух останется. Гору продали, воду продали, золото продали, все активы продали. И поэтому я считаю, что надо остановить. Только в этом случае может остановить только президент. И поэтому я обращаюсь к президенту, что необходимо пересмотреть все вопросы приватизации, программы приватизации. Дело в том, что есть особо важные энергетические объекты, как наши вырабатывающие, передающие распределять компании, которых, я считаю, что практически цены нет.